Мне 35 лет. Я сам родился в Казани. Вот там выиграл Олимпиады когда-то, поступил в высшую школу экономики. Вот. И когда мне было 23 года, я как-то проснулся утром в общежитии. И я проснулся в разбитом состоянии. И в какой-то момент, то есть, возможно, это уже накапливались проблемы, но я осознал, что я вот проснулся, я разбитый, какой-то не в ресурсе, мне плохо. Вот. И я думаю, почему так? Так же не должно быть. Мне 23 года, я должен быть энергичным, как 5-летний ребенок. Кто-то скажет, что тебе же не 5 лет, но я не думаю, что там вот большая разница, да. Я не обременен какой-то тяжелой работой в поле, да, которая действительно может там истощать, выматывать. И мне казалось, что я должен намного здоровее себя ощущать. И с этого момента я начал постепенно заниматься своим здоровьем, своим самочувствием. И следующие 12 лет жизни, они были посвящены именно борьбе за хорошее самочувствие. И я даже друзьям иногда шучу, говорю, что моя жизнь — это борьба за хорошее настроение. Что делать, чтобы быть жизнерадостным, позитивным. И я за эти годы выработал некоторые какие-то универсальные правила, которые хотел бы с вами поделиться, и руководствуясь которыми вы сможете свою жизнь по куда более позитивной траектории направить. То есть первое, что я сделал, это, то есть я так сказал, что окей, должна быть чистая вода, чистая еда, чистый воздух. Чистая вода, то есть это, я начал фильтр использовать, да, купил, попробовал разные фильтры, да. То есть у нас на этаже кулер стоял такой с фильтром. И я вдруг понял, что его по полгода, по год не меняют, и вода грязная уже течет. И если хочешь чистую воду, купи фильтр, да, и меняйте его не раз в 3 месяца, как там указано, а раз в 3 недели, раз в 4 недели, что-то такое. У меня стала чистая вода да. Второе, что я начал делать, это просто читать составы, что вообще, что мы кушаем, да, и про вредность разных добавок я могу долго говорить, то есть, это отдельная история, просто я их начал читать, изучать, что мы кушаем, и то есть я многие продукты отсеял, и в том числе это была кондитерка, то есть у нас большинство кондитерки вредное, и сейчас вы это не очень ощущаете, но вы лет 7-8 ее еще покушаете, у вас забьются сосуды, и вы будете слабость какую-то ощущать. Да? Вторая группа продуктов — это колбасы. Там самый главный вред — это нитраты. Нитраты и фосфаты. В чем их вред? В том, что нитрат в организме превращается в аммиак. И организм должен делать процедуру дезаминирования. Она очень энергозатратная. А как вы это будете ощущать? У вас просто упадок сил будет после того, как вы покушали. И 90% колбасы вы можете сразу отсеивать. Вы можете покупать колбасу, либо которая фермерская, которую сами люди изготовили, да, около дома магазинчики, еще что-то, либо во вкусвилле, хорошие колбасы. Больше нет нигде ее нормальной. Например. Другой универсальный совет: не игнорируйте какие-то проблемы со здоровьем, вообще что угодно вас тревожит, не надо думать, что это само собой пройдет, это может перетерпеться, это не пройдет, это будет просто постепенно ухудшаться и подтачивать ваше здоровье, и все, и если вы это не лечите, то вы потом будете стареть просто, и все. У нас дома мы на Новый год видео смотрели, оно 30-летней давности, 95-го года. И это видео было примечательно тем, что на этом видео отцу столько же лет, сколько и мне, 35, а деду столько же лет, сколько и отцу в этот момент. То есть деду 65, нет, может даже 65, а отцу 64.
И прямо видно, вот, что насколько мы отличаемся. То есть отец намного моложе деда выглядит, я намного моложе выгляжу, чем мой отец в 35 лет. Вот. И ну, вот у меня глубокое убеждение, что мы стареем часто не из-за того, что мы стареем, да, вот что это естественный процесс, а именно из-за того, что у нас возникают какие-то проблемы о здоровье, и у старшего поколения об этом было неприлично, ну, либо, ну, вот как-то об этом не говорили, просто это игнорили, ну, вот и все. То есть вы кушаете, что попало, и к тридцатнику у вас проблемы с сосудами возникают. То есть жару вам жарко, там, ну, терморегуляция портится, там, если вы пьете алкоголь, да, ну, а здесь, конечно, большинство из вас не пьет алкоголь, но если вдруг у кого-то из знакомых, вот вы видели, да, примеры, что пьют алкоголь, то вот возникает похмельный синдром, да, вот там кто-то там в 20 лет пьет и все нормально, а в 30 уже как-то на утро плохо. А почему так происходит? Потому что сосуды забиты, утилизация алкоголя плохая идет, и все, и вот человеку плохо становится. Но вот, ну, это такой маркер, знаете, здоровья. Вот. Другая глобальная, вот так, в общем, следите за чистотой сосудов, да? Еще вот другая глобальная проблема. У многих из вас будет плоскостопие, а может быть оно уже есть, да? Я вот с ним тоже вот в районе 23 лет столкнулся. Как оно ощущается? Вы ходите примерно 15 минут, и у вас болит голова, ступни, коленки, и вы вот капризничать начинаете. Вот вы очень раздражительные, очень такие нервные становитесь. Это решается. Вот. И помните, что есть стельки, которые выправляют прямо. Вот вам и ортопед будет говорить, что вы уже вам 23 года, вы выросли, и плоскостопие исправить нельзя. Это неправда. Его можно исправить. И в Москве есть Московский протезно-ортопедический центр, который делает под вашу ногу выправляющие стельки. И вот, ну вот мне за 10 лет поисков, вот я вам это рассказываю, а мне, чтобы я искал. В общем, мне 6 лет доктора разные твердили, что нет, плоскостопие нельзя исправить. И я на 6-й год, то есть я про себя думал, ну как зубы вообще, черт знает какие кудрявые бывают, и их расправляют, да? А почему кости ног нельзя тогда выправить? Вот, и оказывается, нет, можно операцию сделать, можно просто стельки купить. Вот. И делают такие стельки, которые выправляют. Вот если у вас есть проблемы с плоскостопием, не надо это игнорировать, это можно исправить. Вот. И стельки, и хорошая удобная стелька, вы ее будете носить, одевать, вы прям просто кайф будете испытывать, вы прям будете хотеть ходить побольше. Вот. И вот я когда эту проблему решил, у меня появилась возможность безлимитно ходить сколько угодно, все, у меня ноги больше меня не мучили. Если вы игнорируете свои ступни, свое плоскостопие, у вас стачиваются, портятся коленки. Вот. Ребята, которые играют в футбол, вот просто про коленки, да, через там 5 лет у вас порвутся мениски. Это повально. Вот у всех моих знакомых, кто играет в футбол, просто готовьтесь, у всех порвутся мениски. Поднимите руки, кто играет в футбол. Вот. Что нужно делать, чтобы этого не произошло? Обязательно есть добавки, там типа коллаген, пролин, хондроитин, витамин С, вот, гиалуроновая кислота. Вот нужно что-то пить, чтобы запитывать ваши суставы. То есть есть белки, из которых состоят хрящи, связки. И если вы этого не будете делать, в один день и порванная коленка, это считайте, как будто у вас вот ноги вас лишили. Она вроде бы у вас есть, но ее и нет. Это очень страшно. Я ходил на растяжку и в какой-то момент доигрался. У меня мениски хлюпать стали. И я иду, и я вот прям чувствую, что вот сейчас неверное движение, и все. И я вот прям помню период, я ходил вот прямо на прямых ногах. И я думаю, вот сейчас с нее что-то станет, и я все, я ходить не могу, как бы. Ноги нет. Вот представьте, что вы можете лишиться ноги, да, и вот как бы принимайте меры сразу. Так вот, если у вас плоскостопие, то
это сразу по коленкам бьет. Да, если вы в футбол не играете, вы проживете дольше, да, вот, с коленкой. Но потом в какой-то момент вообще все износится и полностью будут там коленный сустав менять и так далее. Но этого всего можно было бы вот избежать, если запитывать коленки. И если у вас еще плоскостопие, то оно по-разному развивается, у вас перекос может наступить. Вот. Какой-то зажим в позвоночнике, он отдает по органам. Вот, как-то. Другой момент, да, кто-то из вас будет сидеть много перед компьютером, сидячий образ жизни такой будет, и в статическом напряжении у вас зажмутся вот какие-то мышцы позвоночника, да, и это будет вам доставлять, ну, недовольство. Не игнорируйте массаж. Вот я до массажа додумался на 34-м году жизни. Мне об этом никто не говорил. Но вот у меня болела спина, шея. Вот, то есть представьте, вот зажат один позвонок там между пятым и шестым позвонком шеи, протрузия. И, ну, звон в ухе, половина головы болит, половина не болит. Вот вы ходите, и у вас половина головы болит, и все. Вот. И вот как бы к 30 годам у многих такая проблема может быть, но кто-то, ну, а люди это игнорируют. Как я это исправил? Ну вот я на правило ходил. Правило, знаете, что такое? Правило — это вас в 4 стороны растягивают и шею тоже. И вот мне вот это все растягивали, и оказалось, что у меня зажат был крестец, например. И я потом начал гуглить эту штуку, проблему, он меня даже не беспокоил никогда, и я даже не знаю, на что он влияет. Вот. Но оказалось, что у 90% людей зажат и заблокированный крестец. Вот. К 60 годам у вас зажмет абсолютно все, и вы будете как старики ходить, например. То есть, ну, по-стариковски. Вот. Но этого тоже можно избежать. И если у кого-то есть проблемы там, вот как-то вот в спине, еще в чем-то, ну, сходите на массаж. Вот.